По статистике, каждый житель нашей страны в течение года выпивает почти 60 литров пива. Конечно, до 161 чешских или 145 немецких литров нам еще далеко. Но мы приближаемся к этим показателям с невероятной скоростью. Добро пожаловать на канал Парадокс, и сегодня вы увидите, что может произойти с вами, если употреблять пенный напиток каждый день. Первый пострадавший – это желудок. Пиво, конечно, слабоалкогольный напиток, но некоторое количество этилового спирта в нем все-таки имеется. Ежедневное наполнение пищевода, желудка и кишечника алкогольной жидкостью с элементами брожения не может не сказаться на их состоянии. Пиво очень агрессивно раздражает и отравляет слизистую. Кроме того, при регулярном приеме пенного напитка железы, расположенные в стенках желудка и вырабатывающие желудочный сок, сначала выделяют много слизи, а затем атрофируются. Пищеварение становится неполноценным. Еда застаивается или непереваренная поступает в кишечник. Результат – проблемы со стулом и гастрит. Затем следует удар по печени. Алкоголь является главным врагом печени, основная функция которой – очищение организма. Если заставить этот орган бороться только с пивом, можно нарушить его антитоксичную функцию, и тогда печень уже не будет служить надежным барьером для других сильнодействующих и ядовитых веществ. Злоупотребление хмельным напитком может способствовать развитию воспалительных процессов и даже довести до гепатита. Причем хронический пивной гепатит способен протекать в скрытой форме, без ярко выраженных симптомов. Если вовремя не остановиться, на пиве можно заработать даже цирроз печени. Также от регулярного употребления пива страдает поджелудочная железа. Напиток подавляет выделение ферментов, и естественный процесс расщепления питательных веществ нарушается. Также страдают почки. Главная задача почек – поддержание постоянства внутренней среды организма. Они участвуют в регуляции водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного состава организма. Пиво нарушает эти естественные процессы, потому что заставляет почки работать с утроенной силой. Кто хоть раз пил хмельной напиток, знает, как быстро он вызывает желание сходить в туалет. По-научному это называется полиурией, усиленным мочеотделением, которое связано с раздражающим действием спирта на почечные ткани и повышением их фильтрационной способности. Обладая столь мощным мочегонным эффектом, пиво вымывает из организма важные стройматериалы – микро- и макроэлементы, особенно калий, магний и витамин С. При дефиците калия происходят срывы сердечного ритма, появляются боли в икрах, слабость в ногах. Нехватка магния влияет на настроение. Человек становится раздражительным, плаксивым, плохо спит. Из-за недостатка витамина С снижается иммунитет, чаще возникают простудные заболевания. В случае запущенного пивного алкоголизма может случиться склероз почечных сосудов. В дальнейшем из-за постепенного разрушения спиртом погибшие клетки замещаются соединительной тканью. Почка уменьшается в размерах и сморщивается. Скачут гормоны. В пиве содержится фитоэстроген, который представляет собой растительный аналог женского полового гормона – прогестерона. Он попадает в напиток из шишечек хмеля, используемых для придания пиву специфического горьковатого вкуса. Поэтому систематическое употребление напитка вносит разлад в работу эндокринной системы. У мужчин пиво подавляет выработку тестостерона. На этом фоне начинают доминировать женские гормоны, вызывающие изменения внешнего вида мужчины. Снижается количество волос на теле и лице, уменьшается мышечная масса, увеличиваются грудные железы, изменяется тембр голоса, появляется пивной животик и откладывается жир на бедрах и талии. Получается, что страстный любитель пива по биологическим признакам постепенно превращается в женщину. Естественно, такой гормональный сбой напрямую влияет на успехи мужчины в постели. И, наконец, страдает сердце. Пиво всасывается очень быстро, поэтому кровеносные сосуды моментально переполняются. Если вы пьете пиво часто и помногу, возникает варикозное расширение вен и сердце увеличивается. Рентгенологи называют это явление синдромом пивного сердца, бычьего сердца или капронового чулка. Главный орган, вынужденный каждый день перекачивать излишнее количество жидкости, становится дряблым, снаружи зарастает жиром. Учащаются сердечные сокращения, возникает аритмия, повышается давление. Физические нагрузки переносятся все более и более тяжело, появляется одышка. У пивных алкоголиков возрастает вероятность развития ишемической болезни сердца. А снижение сократительной способности сердечной мышцы, увеличение объемов сердца приводит к сердечной недостаточности. Как следствие, в 2 раза увеличивается смертность от инсульта. Вы наверняка спросите, можно ли вообще пить пиво?
Отвечу – можно, а в разумных количествах даже нужно. Пару пол-литровых бутылочек в неделю будет вполне достаточно, и тогда один из самых древних напитков раскроет все свои лучшие качества. На этом все, друзья. Будьте здоровы и не забывайте, что во всем нужно знать меру.